Сёлета ў першым паўгоддзі ВУП Беларусі вырас на 2,1% ў параўнанні з такім жа леташнім перыядам. Пры гэтым у чэрвені тэмпы росту эканомікі запаволіліся і склалі прыкладна 0,3%. Гэта найніжэйшы гадавы тэмп прыросту ВУПу з лютага 2023 года, зазначаюць эканамісты. Асноўныя праблемныя сектары сельская гаспадарка і прамысловасць. Праблемы ў прамысловасці звязаныя са слабым попытам у Расіі. У чэрвені раслі і без таго вялікія запасы гатовай прадукцыі. Яны дасягнулі максімуму за 10 гадоў. Унутраны попыт таксама змяншаецца. Беларусы пачалі меней карыстацца крэдытамі праз іх недаступнасць. Зрэшты, нягледзячы на слабую дынаміку беларускай эканомікі ў другім квартале, заробкі працягваюць расці. Намінальная налічаная сярэдняя заработная плата работнікаў Беларусі ў траўні сёлета склала больш як 2600 рублёў. І гэта на 19,5% больш, чымся годам раней. Аднак у БЭРОК папярэджваюць, у наступным годзе рост заробкаў у рэальным выражэнні складзе ўсяго 1-2%. Інфляцыя цяпер вышэйшая за запланаваныя ўрадам паказнікі. У чэрвені гадавы паказнік склаў 7,3%. Увосень яна можа падвысіцца нават да 9%. Андрей Махоўскі, вядоўца праграмы «Оптимум» на YouTube-канале «Беларусы рынок», з намі на відэасувязі. Вітаем вас. Вечар добры, спадар Андрей. Добрый день. Так, ну, пачнем. Канешне, справаздача не ваша, а БЕРОК. Але вось як вы яе ацэньваеце, ці сапраўды такія пагрозлівыя прагнозы маюць пад сабой глебу, так, і ўжо бліжэйшыя месяцы? Ну, это же отчет бюро, как его можно оценивать, кроме как абсолютную истину. Вот. Ну, действительно, на самом деле там все у нас выглядит не очень хорошо в белорусской экономике. И, в общем, мы видим, что... Ну, собственно, все то, о чем предупреждали там в конце прошлого года, в начале этого года, оно сейчас реализуется потихоньку. Да, предупреждали там и про то, что инфляция будет выше запланированной, и про то, что экономика будет замедляться, и про то, что промышленность наша, теряющая рынки сбыта, перестанет расти и даже начнет снижаться. Ну, как бы все это происходит. Ну, вось, уласна, пра заніжэнне росту ВУП 0,3%, гэта найніжэйшы тэмпавы паказальнік прыросту з 2023 года. У чым вы бачыце прычыны, наколькі гэта істотна і сур'ёзна будзе ў доўгатэрміновай перспектыве для нашай эканомікі? Так, я толькі ще пашырю. Гэта вот нешта змяніла ў беларускай эканоміцы? Вот мы нейкі Рубікон перайшлі? Ну вот, во-первых, хочу уточнить, 0,3% это рост промышленности. Собственно, сама экономика, то есть ВВП, ВУП, вырос на 2,5%. Вот, как бы 0,3% это рост промышленности. Надо понимать, что вот этот рост промышленности 0,3%, он означает, что на самом деле, это как бы накопленный рост, да, там вот промышленность более-менее хорошо росла в начале года, а последние 2 месяца она уже не то что не росла, она уже снижалась. Там 1% май, там 3% июнь. Вот. В начале года она росла, но это тоже не было, не сказать, что было очень хорошо, потому что производили, можно сказать, по инерции. Да? Там экспорт у нас уже в Россию упал, продукция не продавалась, продавалась плохо, но все равно производили, и в результате у нас вот складские запасы выросли до 83% от месячного объема производства. В начале года это было всего 60%. 83% это очень много, это больше, чем было во времена эпидемии ковид, когда, в принципе, мировая экономика, она, можно сказать, стояла, и мы тогда работали на спад. То есть 0,3% роста промышленности означает, что промышленность перестала расти, что промышленность начала снижаться. Вот, поэтому, это довольно важная цифра. И это означает, что по июлю мы уже, скорее всего, будем наблюдать в промышленности или нулевой рост, или даже там небольшой какой-то спад, там 1,2%, если не случится ничего очень хорошего, или наоборот, чего-то очень плохого.
А вось уласна Ведаеце, я адзінае только можа удакладню, у нашым матэрыяле мы сцвярджалі пра тое, што так, за паўгода на 2,1 вырас ВУП, але ў чэрвені менавіта тэмпы росту запаволіліся. Так, это за месяц, так, это за месяц, так. Извините, я просто не понял. Так. Потому что у нас как раз промышленность выросла всего только на 0,3% за полгода, так что такое совпадение цифр, да, прошу прощения. Но на самом деле это все равно все остается актуальным. Так, Андрей, а вось вы кажаце, што калі там нічога так не здарыцца. І гэты прагноз Бюрок, который вельмі трывожны, але пры гэтым ён ж таксама пісаўся па некаму умоўна аптымістычнаму сцэнару, што ніякія чорныя лебедзі не прылятуць. Вось на дадзены момант вы бачыце такі варыянт чорных лебедзяў, так, бо ў эканомікі беларускай фактычна няма запасу, так, да нейкія вот такія новыя шокі з боку. І калі так, то адкуль яны могуць прыляцець? Якія выклікі? Ну, черный лебедь на то и черный лебедь, что нельзя предсказать. Да. Вот. Но на самом деле, что может случиться плохого? Ну, если мы говорим, то давайте говорить, ну, не оставшийся уже месяц, может быть, тогда июль, да, потому что сколько там того июля-то осталось. Давайте уже говорить там на несколько месяцев вперед. Что плохое может произойти? Да много чего плохого может произойти. На самом деле, самое плохое, что может произойти, это то, что может произойти с российской экономикой. Там санкции, вот те, которые ввел Евросоюз, или те, которыми грозит тем более Трамп, подорвут еще больше подорвут российский нефтяной экспорт. В России там российская экономика, она выходит из строя целыми отраслями, да, и как бы, ну, когда это вот происходит, мы не знаем, когда случится какой-то эффект домино, да, потому что мы, ну, как бы мы вот этого не можем предсказать, потому что это зависит будет от конкретных обстоятельств. Потом, ну вот российские банкиры предупреждают о том, что на горизонте года в России может случиться банковский кризис. На горизонте года это значит, что ну, вот он может случиться и до конца года. Потому что вот по оценкам российских банкиров, на самом деле положение российских банков хуже, чем то, которое есть по официальной статистике. Поэтому как бы, вариантов, что может случиться плохого, их на самом деле очень много. Честно говоря, меньше вариантов, что может случиться хорошего. Ну вот из хорошего может случиться, если вдруг отменят санкции, и белорусский калий впустят через Литву на Клайпеду. Ну, пакуль што гэтым і не пахне, так. Якраз Літва днямі, ці нават сёння, заявіла афіцыйнае кіраўніцтва, што не плануе адмяняць санкцыі на транспарціроўку калія. Ну, пакуль там вось выклікі чорнай лебедзі гадуюцца ў Расіі, так, з банкавым фінансавым крызісам, можа, вось гэты белы лебедзь, і добрае, што можа здарыцца, это вось апошняя палітыка беларускіх уладаў датычна працаўнікоў аграрнай сферы. Яшчэ пару месяцаў таму гэта былі сотні крымінальных справаў, так, а цяпер вось нават сёння на 5 кіроўных пасадаў, так, на 5 асобаў прадпрыемстваў АПК Беларусі заведзены крымінальныя справы, так. Ну і таксама Бюрок кажа, што акурат аграпрамысловы сектар, ён таксама адзін разам і з прамысловым самае крызіснае ў нашай краіне. Ну і сілавікі пакуль што вось узяліся падымаць паказнікі, прынамсі паводле пасадак, так, аграрыяў. На вашу думку, вось такая палітыка ўладаў, гэта рэальна некая эканамічная мэтазгоднасць, ёсць такіх масавых рэпрэсій, ну, назовем это так, масавых арыштаў у аграрыяў, ці гэта все-таки палітычныя нейкія дзеянні? Бо цяпер мы бачым, і прапаганда гэта падкрэслівае Лукашенко, што вот на гэта робіцца ўхіл. Вот нам галоўнае сельскую гаспадарку. Я бы сказал, что это вообще параноидальное действие, да, на самом деле. Ну, когда вы начинаете там... Ну, смотрите, да, вот... Есть такой, как бы, такой белый кит у белорусских властей – собрать урожай 11 миллионов тонн зерна. Вот я не знаю, откуда взялась, честно говоря, цифра 11 миллионов тонн зерна, но она есть, и вот они уже который год, они говорят, урожаю, требуют от урожая вот этих контрибуций и репараций в 11 миллионов тонн зерна. Каждый раз урожай сопротивляется, и собрать 11 миллионов тонн зерна у них не получается. В этом году для этого, ну, на самом деле, как бы условия гораздо хуже, чем в прошлом, когда урожай был 10 миллионов. Поэтому, ну, ничего реального они сделать не могут. Ну, потому что, ну, в конце концов, погода еще
собственно, не благоприятствует, да, но зато они могут имитировать какую-то бурную деятельность. Вот давайте мы посадим там руководителей хозяйств, давайте мы скажем, что мы не собрали урожай, потому что воруют. Ну, воруют, наверное, ну, как бы, ну, вряд ли это имеет такое макроэкономическое значение, чтобы вот у нас обвалить все наши сельскохозяйственные показатели. Поэтому, ну, ни экономического, да я даже и политического особого смысла не вижу. Это просто, как бы, ну, я не знаю, продемонстрировать, что мы вот что-то делаем, мы кого-то сажаем. Вот, ну, как штрафы на магазины за отсутствие картошки. Ну, картошка в штрафах не появится, правильно? Но зато мы вот продемонстрировали заботу о населении. Кого-нибудь оштрафуем, картошки не будет, но нам будет приятно, получим глубокое моральное удовлетворение от этого. Так. Андрей, дякую вам велике за сьогоднішню розмову. Андрей Маховський, економіст, так, і ведучий програми «Оптимум», був з нами на відеосувязі.